Знаете, очень хорошо, что у нас хоть где-то есть повод для оптимизма. Рекорд, который, можно сказать, уже состоялся. Предварительные итоги урожая 2022 подводят на этой неделе. Уже заявлено, что обмолочено 5 миллионов тонн зерна. Окончательные цифры еще впереди. Аграрии в этом году просто герои, перевыполнили все планы. Будет хлеб, значит, будет и песня. Правда, теперь перед работниками сельского хозяйства стала другая проблема. Как не продать хлеб по дешевке? Ведь цены сейчас рекордно низкие. Плохой урожай – проблема, а большой урожай – большая проблема. Как сохранить? Как не прогадать с ценой? Как заложить основу на будущее? Тяжел труд хлебороба, что и говорить. А как рекордный урожай почувствовала среднестатистическая татарстанская семья? В промышленных городах республики стартовали сельскохозяйственные ярмарки, которые, как мы помним, по событиям весны становятся определенным маркером настроений, иногда даже панических ожиданий. Татьяна Тимошенко задалась вопросом, может ли быть запасов достаточно? В закромах крестьянско-фермерского хозяйства в Менделинском районе и ячмень, и пшеница, поля убраны, сейчас идет обсушка и закладка на хранение. Собственные склады достроили в этом году, считают вовремя. Хорошей пшеницы, наверное, третий класс тянет. Те года продавали Челнинский элеватор. Этот год пока приемку остановили они. Почему? По-моему, там в этом году урожай есть, везде завалено. Урожай по зерну приближается к рекордным показателям. По прогнозу, сбор в России составит от 130 до 145 миллионов тонн. Вклад Татарстана – 5 миллионов 184 тысячи тонн. Немного не дотянули до рекорда юбилейного для республики 2020 года. Но за последние 10 лет урожай смогли поднять почти в 2 раза. Каким зерно уродилось, проверяют в Центре оценки качества. Ежедневно здесь проводят до 100 проб. На сегодняшний день, что касательно пшеницы, хочу сказать, что у нас 5 класс 40%, 4 класс 30% и 3 класс 30%. Клейковина 3 класса в среднем 24%. Это значит, что большая часть пшеницы высокого качества. Уже со следующего года ожидается, что все культуры зерновые и масленичные будут контролировать, вплоть до привязки к конкретному полю. Пока особо тщательной проверке подвергаются партии, идущие на экспорт. И здесь лаборатории снижения их количества не заметили. Образцы для экспорта все-таки поступают, мы анализируем. В частности, какие страны? Это у нас Иран, также Турция. Татарстан в зоне продовольственной безопасности. Собрано больше собственных потребностей, более чем на 1,5 миллиона тонн, но излишек произведенного по всей стране оказался не в пользу фермеров. Цена на зерно резко упала. Хозяйства весной получали кредиты под урожай. Это и топливо, и ядохимикаты, и удобрения. А цена на реализацию зерна, конечно, ниже ожидаемого. Это начало уборки было 10 рублей, сегодня что до 8, до 9 рублей упало. Но наши хозяйства, у многих склады, хозяйство не торопится продавать, реализовать свое зерно. Тут, я думаю, ближе к Новому году цена на зерно сформируется. Эксперты ожидают повышения мировых цен в странах-производителях засуха, плюс санкции на прием российских судов в международных портах. Ряд федеральных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке только вступают в силу. Одна из тенденций – изменения механизма поддержки производителей, в том числе и в авансировании затрат и внимание к капитальному строительству. Темпы производства снижать никак нельзя. Это очень утилитарное представление о том, что мы должны все съесть. Мы зададимся нормативом, а сколько надо на человека вообще зерна в год. Вот и сразу все становится ясно. Значит, около тонны. Это не только хлеб, это и мясо, это и яйца, в определенной степени молоко. Человек меньше съедает, чем потребляет животные. Ну вот смотрите, у нас 148 миллионов человек, жителей России, и максимум то, что мы собираем, это вот 130 миллионов. Поэтому говорить о том, что мы больше производим, чем нужно, я бы так не сказал.
В промышленных городах стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Ажиотажного спроса на отдельные виды продукции не наблюдается. Заметный спрос на сахар, молоко и зерно. За час работы торговые площадки раскупили 4 тонны. На сегодняшний день ассортимент продукции весь, его перечислять не будем, на самом деле очень большой. Да, по льготным ценам, которые утверждены, эти цены на 15-20%, и на некоторые виды продукции даже более, они дешевле, чем в торговых сетях. Созрела она? Нет, еще. После сбора зерновых на полях готовится к уборке овощей. Хозяйство Давлетовых полный. Борщевой набор поставляют в крупные торговые сети. Весной перешли на новые сорта и, несмотря на повышение цен, смогли купить немецкую технику. Можно было дешевле комбайн купить. Ну, чтоб у меня главный принцип, чтобы мои сыновья, мои внуки не убежали от сельских хозяйств. Чтобы они меня не проклинали, что вот у нас отец загнал какую-то землю и, короче, не дал, допустим, нормальную профессию. Я же профессию дал агроном, бухгалтер, да, я же, по идее, их частично вынуждал. Ну, чтобы у них внутри головы и в душе не было вот огорчения, чтобы душевный радость у них вот от земли, чтобы радовались от фермерских хозяйств. Для фермеров Давлетовых их дело семейное. Сыновья, по признанию главы, в комбайне буквально с пеленок. Было ли желание убежать? С земли пока нет, с такой-то техникой уж. В этом году только вот закончил аграрный и поступил в аспирантуру, получается, уже на агронома. В будущем буду кандидатом наук, так сказать, в сельском хозяйстве. Работать здесь, наверное, в кабинет-то не отправитесь. Нет, здесь лучше, тут спокойнее. Вызовы и опасения начала сельхозхозяйственного года уже, конечно, в прошлом. И на сегодня это главный итог для производителей. Подсчет прибыли и формирование цен для потребителей впереди. Собранный урожай еще не вышел на рынке сбыта. Но то, что на следующий год будут определены и новые планы, и механизмы, и технологии по развитию сельского хозяйства, можно говорить с уверенностью. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.